В 43-й школе столицы с первым учебным днем ребят поздравил мэр города Ислам Кадыров. Сегодня здесь принимают участие 218 первоклассников. Всего в Грозном за школьные парты сядут более 5000 учеников. В своем выступлении городоначальник пожелал всем школьникам успехов в учебе и терпения. Старшеклассники, в свою очередь, подготовили праздничную программу, после чего прозвенел первый звонок. وحلقة بريزيدنت أحمد حاج دالغاز أولوية الشيسة ديالتا قواش دال دال عوانوي مسو أسلوبي شيء لطحنا حيوات كيبر تانا ديش ما دوتنو ديش أتوبو حيقر قويبو حلوخش بو شكول شكاح تنيو خزايو تعات إيش بوم نشيات يتنايات تانا ديش دوق سيل الله دزل الله درش. К началу учебного года свои двери для всех учащихся распахнули около 450 школ республики. День знаний отметили и в Грозинском Суворовском военном училище имени Ахмад Хаджи Кадырова. На праздничном построении как первокурсники, так и студенты, за плечами которых уже 2 года учебы. Мероприятие начинается с возложения цветов к мемориалу памяти первого президента, после гимнов России и Чеченской Республики и торжественного поднятия флагов с напутственным словом ко всем учащимся обратился начальник училища. Желаю здоровья, благополучия, сил и энергии на весь учебный год учителям и родителям, командирам и воспитанникам. Пусть новый учебный год будет для нас успешным и благополучным. Пусть он принесет радость новых побед и открытий. Добро пожаловать в Суворовское братство. Добро пожаловать в нашу семью. Сразу после представители военного училища побывали в школе-интернате номер 2 для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Здесь ребятам они прочитали лекции на тему права и обязанности несовершеннолетних, а также разъяснили ответственность за административные и уголовные правонарушения. Воспитанники интерната получили и подарки. Наше училище систематически оказывает помощь как материальную, так и моральную. Ну и всегда посещаем вот эту школу. И вот сегодня мы с собой принесли небольшие подарки. Также наш талисман нашего училища – это кукла Суворовец. В первый день знаний во всех школах республики прошли уроки правовых знаний, конкурсы, викторины, лекции посвящены одной теме. Специально для участия в этих уроках в 7-ю гимназию приехали сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних. Теме правовых знаний здесь посвятили брейн-ринг. Цель, в первую очередь, правовое информирование детей, обучающихся в образовательном учреждении. Мероприятия проводятся во всех образовательных учреждениях в рамках реализации стратегии действий интересов детей на 2012-2017 годы, утвержденной указом президента России. День знания знаменовался большим праздником и для учащихся Национальной музыкальной школы имени Муслима Магомаева. Сегодня для них открывают дополнительный учебный корпус. Здесь дети смогут получать дополнительное образование в области культуры, театрального и хореографического искусства, а также обучаться игре на фортепиано и национальных инструментах. Поздравить детей прибыл и министр культуры Чечни Хошбау Дюдаев. Педагоги и воспитанники музыкальной школы вручили гостю памятный подарок, а затем смогли послушать народные песни в исполнении оркестра «Соугат». День знаний свои двери для учащихся открыли и школы Грозненского района. На торжественной линейке собрались учителя, дети и их родители. Местные власти поздравили всех с новым учебным годом и отметили, что первый президент Чечни, герой России Ахмад Хаджи Кадыров не раз подчеркивал важность развития системы образования. Затем для первоклашек прозвенел первый звонок, после чего дети отправились на первый урок. Поздравляю вас с Днем знаний. Желаю всем педагогам плодотворной работы, учащимся терпения, хороших успехов. В ЧГПИ в этот день первокурсникам торжественно вручали зачетки и студенческие билеты. Ректор института Хож Ахмед Халадов выступил со словами напутствия в адрес студентов, а старшекурсники факультета искусств провели праздничную программу. Спасибо вам, учителям, за жизнь отданные нам. Школа номер 1 в городе Шали также открыла свои двери для школьников после капитального ремонта. Финансирование строительных работ взял на себя бывший ученик школы, министр труда, занятости и социального развития Чечни Мохмад Ахмадов, который вместе с министром образования приехал поздравить детей с Днем знаний и началом нового учебного года.
В Шилковском районе сегодня прошло торжественное переименование школы в честь героя социалистического труда Наурби Мухамбетова. Его семья на собственные средства отремонтировала школу, которая находится в их родовом селении. Присутствовавшие здесь члены правительства и представители районной власти передали школе памятные подарки, а Мухамбетовым – благодарственные письма. Лиана Эдамирова, Хамзат Аюбов, Дани Хавхаров. Новости.